Варев Дзес. Вас приветствует команда проекта «Темлет Атлы Татарстан» из Мензелинской школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Изучив различные источники о кухне разных народов, мы поняли, что армянские кулинарные традиции берут начало из глубокой древности. Традиции приготовления многих армянских блюд остаются неизменимыми. Важной составляющей армянской кухни являются супы. Постные, мясные, холодные и горячие, весенние и летние. Испокон веков из простых продуктов варили очень вкусные и полезные супы. Сегодня с нашей давним другом, директор армянского ресторана «Адзун», нашей гости Гор Акобовной, мы вас познакомим с рецептом приготовления армянского супа кололак. Пряный томатный суп с фрикадельками. Это один из самых простых и быстрых. В результате получается сытные, ароматные, согревающие блюда. Для приготовления этого блюда нам понадобится бульон говяжий, 3 картофеля, 1 луковица, Чайная ложка соли, 2 чайные ложки томатного соуса, чайная ложка перца, 3 картошки, луковица, растопленное масло, зелень кинза, 100 грамм риса и говядины. Добавляем фарш, перец и соль. Перемешиваем в однородную массу. И промытый рис. Все правильно, молодцы, ребята. Ну, ребята, если вы не против, я буду вам помочь немножко. Да, конечно. Да, Можно? конечно. Кинза – это очень вкусный зелень, и много пользуем кинзу в армянских блюдах, и супах, и на вторых блюдах. Добавляем фарш. Вот примерно такие шарики надо делать. Достаточно такой? Да, молодец, красиво. Вот у нас получились такие красивые мясные шарики кололак. Какие вы молодцы! Нарезаем картофель. Теперь кололак закидываем в кипящий бульон. Кладем в бульон картошку. Нарезаем мелко лук. Для того, чтобы пожарить лук, берем сковороду и выливаем туда сливочное масло. Добавляем лук. Перемешиваем. Добавляем томатную пасту. Теперь мы все содержимое добавляем в суп. Добавляем 2 ложки риса и перемешиваем. Оставляем вариться на 15-20 минут. Пока суп варится, хотелось бы отметить, что профессия повар медленно, но верно восстанавливает свой престиж. Люди в основном едят 3 раза в день, что обеспечивает стабильный спрос для услуг этих специалистов. Хороший повар без работы не останется. Выбор рабочей профессии – это хороший старт для профессионального и карьерного роста. Дефицит поваров определяет готовность работодателей набирать все больше молодых специалистов без опыта работы, что дает возможность нам, выпускникам, трудоустроиться и социализироваться в обществе. Условия оплаты – один из самых главных факторов в жизни каждого человека. На сегодняшний день ресторанный бизнес – один из самых перспективных и доходных. Каждый из нас замечает, что открывается все больше новых пиццерий, баров, кафе, ресторанов. В дальнейшем, зная свое дело, мы сможем работать по найму, выполнять заказы клиентов или, может, даже открыть собственное предприятие по производству пищи. Сегодня повара нужны всем. Высок шанс найти работу как начинающему, так и высококвалифицированному человеку, которому предложат место в дорогом престижном ресторане. Ведь недаром говорят, хороший повар стоит доктора. Наш суп почти подошел к концу, осталось добавить только свежую зелень. На армянском столе всегда присутствуют фрукты. Виноград, гранат, абрикосовый сок. Смотрите, как красиво и вкусно подана армянская кухня. Хочется отметить, что скотоводство когда-то помогло
армянам приобрести вкусные кисломолочные продукты, из которых они сегодня делают сыр. Сыр – один из главных атрибутов армянского стола. Благодаря подаренному рецепту наших друзей мы попробовали сделать сыр чечил, наши детские сыроварни, которые нам помогли открыть благотворительный фонд «Акбар Созидания» в рамках проекта «Президентский грант». Приятного аппетита, Бария Хаджа. Приглашаем попробовать наш суп. а также лаваш. Ребята, вы молодцы. Я благодарна вам, что вы меня пригласили вам помочь, хотя вы все знали, вы все сделали, вы все изучали. Я сколько знаю, уже больше 2 недель, да? Ребята все и читают, и пробовали, все сделали. Вы молодцы. Это для меня гордость показать нашу кухню. Вот именно с вами, в вашей школе, с такими замечательными ребятами. Вы молодцы, я вас люблю. Бария Хаджа.